Давайте чуть-чуть дождемся, пока к нам подключатся остальные дети других центров. И давайте сейчас проверим звук, видео Анны Варламовой, которая будет сегодня вести у нас онлайн-экскурсию, продолжит. Сегодня у нас интересная тема, сейчас она расскажет. Так, Анна, вы здесь? Мы хотим вас увидеть, услышать, проверить, все ли Привет, у нас... Всем слышно меня? Век информационных цифровых технологий. Мы оказались вместе с вами в музее имени Емельяна Ярославского. Анна, мы вас слышим, видим. Да, у нас тут идет подготовка. Сейчас Кристина Леонидовна сейчас с вами тоже подключится, и она начнет экскурсию с первого этажа рассказа о природе сейчас. Привет всем. Имя Конский подключается. Слышно, да? Слышно вас, да. Евгения Андреевна? А мы пока детей не видим. Вот. Привет, ребята. Напишите в чате, как дела, как настроение, как погода. У Веры, наверное, холодно, как у нас. Не поняла, ну что, больше всех надо вам здесь это ставить? Центр Вектор. Ребята, привет. Так, здравствуйте, Надежда. Скажите, пожалуйста, подготовлены ли все участники? Так, я думаю, что можно начинать спокойно, чтобы мы пораньше могли уйти на перерыв, чтобы дети отдохнули. И у нас сегодня в 6 часов намечается мастер-класс по финансовой грамотности. Вас мы видим, слышим, все хорошо. Нормальная погода, пишут. Ага. Давайте начнем. Сегодня будет проводить занятия от музея Ярославского Бочкарев Владимир, наш суперспециалист, специалист по птицам. Давайте узнаем сегодня много интересных фактов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на сегодня известно, что в мире существует 10 806 разных видов птиц. Вот. У нас в Якутии их насчитывается 300 с лишним видов. Вот. В последние годы потихоньку это число растет. Вот. Как мы знаем, что сейчас многие говорят, что идет глобальное потепление, и у нас в Якутии прилетают совершенно непривычные для наших мест виды птиц. Возможно, в будущем они могут здесь поселиться, размножаться, вот, и освоиться в наших местах. Ну, а давайте мы сегодня вот начнем краткий курс экскурсии, скажем, по диорамам нашего музея, а потом на втором этапе пройдем уже на более узкую тему. Итак, вот перед вами представлены чучела птиц, которые являются так называемыми перелетными видами. То есть они каждый сезон совершают перелеты. Весной они к нам прилетают, осенью улетают. И вот птицы, эти птицы тундры, ну, как мы видим здесь чучела, они являются все перелетными видами. Вот. Как я ранее сказал, что у нас чуть более 300 разных видов, из них на зимой здесь, в Якутии, остаются около 36 видов. Но это тоже зависит от района Якутии, так как у нас огромная по территории республика. Вот на самых северах остается всего лишь единицы видов. Вот наиболее большое разнообразие как раз мы можем встретить именно вот на территории города Якутска. Вот. И в южных районах Якутии, например, Сантарский район, Ленский район, там, где относительно теплее. Вот, как мы видим, здесь представлены утки, гуси, кулики, большинство из которых являются объектами охоты. Ну, например, вот гуси-гуменники. Вот, это крупные гуси. К нам прилетают в последних числах апреля, а вот в местах гнездования, это тундра, они долетают
со второй половины мая, то есть еще когда там лежит снег. Вот, а за ними вот вслед прилетает гуси поменьше размером, они называются белолобые гуси. Хотя вот название русское говорит о том, что у них белый лоб, вот, белолобый называется, а якутское название звучит как рентюс, то есть полосатые грудинки. Вот. Но как мы видим здесь, у этих гусей нету полос. Это говорит о том, что эти птицы молодые. То есть полоски у них появляются со второго календарного года. То есть у молодых птиц оно не наблюдается. И тем больше таких черных полос, это означает, что птица имеет достаточно солидный возраст. Вот. Еще есть интересные птицы севера, это утки-гаги. Вот, например, самцы утка-гаги-гребенушка. Это очень жирная и вкусная утка, как говорят, да, у нас северные охотники. Он является отличным вот таким трофеем. Вот. Ну, например, некоторых уток, которые пролетают через весь наш вот континент, они долетают туда исхудавшими. Ну, например, это свинья, шилохвости, обычные речные утки. А вот морские утки, например, вот эти гаги, они являются очень жирными, такими желанными трофеями. Вот. Например, еще есть такие утки, которые называются торпаны горбоносые, они по-якутски называются анды. На них охотятся специально, они прилетают позже всех уток. Это совпадает где-то в конце апреля и в начале июня. На них определенно существует отдельный срок охоты. 3 дня, это, например, с 1 по 3 число июня бывает. Эта охота на них своеобразно интересна, там подготовка. Оно немного отличается от обычной охоты на утки. Вот. Есть еще очень красивые виды птиц. Это кулики. Кулики, они представлены у нас в Якутии огромным количеством видов. И вот наиболее таким ярким представителем являются турухтаны. По-якутски их название звучит как эхеварага. Весной вот самцы имеют такой красивый воротник из перьев. И у каждого самца имеется вот такой индивидуальный окрас этого воротника. То есть не бывает абсолютно схожих по цвету таких воротников, например, у двоих самцов. Нет, такого не бывает. Просто вот у каждого он свой. И как мы видим, у них самки более скудное оперение, они на глаза слабо бросаются, и их число обычно гораздо меньше, чем у самцов. Ну, когда вот самцы собираются в такие стайки, петушки их называют, они проводят такие демонстрационные поединки, они танцуют, либо между собой там конфликтуют. Это способствует выбору самки наиболее сильного самца. Так. Так, сейчас я продолжу вам рассказ еще об одном интересном виде птиц. А пока я рассказываю, Бочкарев Владимир Владимирович подготовил для вас очень интересное задание. Скажите, ребят, знаете ли вы, что это за птицы? Мы с вами в прошлый раз обращали на них внимание. Стерхи! Да. Действительно, это стерх, белый журавль, по-якутски называется кыталык. Это эндемик Российской Федерации. Я вам уже говорила, что эндемики – это те птицы, которые могут воспроизводить свое потомство только на определенной территории. Якутская популяция белых журавлей, она обычно обитает в низовьях реки Яна и Алдан. Вот этот вид занесен в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Белые журавли прилетают к нам из бассейна реки Янцзы, находящегося в Китае. Они преодолевают многие километры, прилетают их, чтобы
прилететь к нам в нашу родную Якутию, и именно здесь они могут оставить потомство. Почему являются эти птицы, входят в Красную книгу? Это не потому, что они обладают каким-то уникальными качествами пера, на них не охотятся. Они находятся под угрозой исчезновения, потому что считается одной из причин, что это птицы моногамны. Моногамны значит, что они создают пару только один раз в жизни. И вот символ любви, верности, вы могли обращать внимание, очень часто у нас в Якутии изображают именно вот наших стерхов, наших журавлей. И получается, что если в ходе какой-то беды один из партнеров умирает, то второй не создает потомство. Еще также эти птицы очень пугливы. Я вам говорила, что если они встречают человека в ареале своего гнездования, они могут не вернуться туда, даже если оставили потомство. Так, ну что же, скажите, Владимир, вы готовы начать? Продолжить? Итак, продолжаем наше сегодняшнее занятие. И сейчас мы начинаем вторую тему нашей занятия. И мы сегодня будем говорить о секретах птичьего клюва. Вот. Как мы знаем, все птицы обладают так называемым органом, как клюв. Вот. И с помощью этого клюва птицы могут себе добывать пищу, найти пропитание, разрывать добычу, поймать добычу, строить гнезда. Вот. И имея некоторые знания, мы можем сразу понять, чем эта птица питается, в каких условиях и по самом типе птицы. Вот, например, когда мы видим куликов, у нас сразу на глаза бросается именно их длинный клюв. Вот. Кулики, как мы знаем, это болотные птицы, и они зачастую добывают себе пищу, выискивая маленьких беспозвоночных прямо в грязи, либо на мелководьях. Поэтому у них вот такой длинный узкий клюв. Так, что можно говорить еще? Ну, например, вот у куликов бывает разной формы клювы. Не у всех они такие длинные, бывает и попроще. Оно встречается у луговых видов. Вот. И есть еще очень кулики с очень шикарным клювом. Ну, вот, например, дальневосточный кроншник. Это краснокнижная птица, занесена в Красную книгу Якутии. Она вот является наиболее крупным из наших куликов и встречается вот в южной половине Якутии. Вот посмотрите, у него вот такой длинный и слегка изогнутый низкий клюв. С помощью него этот кулик добывает себе мелких моллюсков, ракообразных в неглубоких водоемах или вот заболоченной местности. Вот. Помимо этого, этот кулик прекрасно собирает этим клювом ягоды. Например, вот голубик, он прекрасно, то есть любит, охотно ест эти ягоды. Ну, этот клюв напоминает какой-то длинный изогнутый пинцет. Вот. Ну, слегка кажется, что он какой-то неуклюжий, но птица вот сама изрядно очень продуктивно пользуется именно этим клювом. И в полете, да, сразу на глаза бросаются эти длинные клювы. Так, а что говорить о наших утках? У нас тоже порядка 2 десятков разных видов уток. Вот. И большинство имеет вот такой плоский пластинчатый клюв. Вот. Они не острые, они никого не бьют этим клювом. Вот. Но у них имеются роговые пластинки, которые находятся с внутренней стороны клюва. Может, здесь немного просматривается. Вот. Он служит типа фильтра. Когда вот утка просеивает воду, вот
пища остается внутри клюва, а вот вода стекает через этот фильтр. И научное название называется цедильный аппарат. То есть утка, когда питается, он фильтрует воду. Оттуда вынимает себе питательные части, это мелкие ракообразные, семена растений. Еще так, можем говорить о древесных птицах. Вот. Как мы знаем, вот тетеревиные птицы, они имеют короткий клюв. Клюв у них короткий, слегка изогнутый к низу. Вот. Ну, перед нами это чучело дикуши, это очень редкая птица. Она имеет очень такой интересный образ жизни. Вот. Встречается в горах Южной Якутии. И только в том месте, где произрастает именно дерево под названием аянская ель. Эта ель немного отличается от обычной сибирской ели и произрастает в небольших районе Якутии. Это граница Хабаровского края, вот, и на острове Сахалин. И только там эти птицы живут. И когда не тревожить эту птицу, то есть не спугнуть, там, не беспокоить, эта птица может всю зиму провести под одним деревом, этим елем. Он питается хвоей этой ели и никуда не улетает. Она очень доверчива, если говорить о самой птице. Может подпустить человека на расстояние до 1,5 метров. Ну, такая себе неосторожная птица. И именно вот таким маленьким клювом она добывает себе эти хвоинки, снимает вот почки с деревьев, с веточек, поедает ягоды. Ну, у всех тетеревиных похожего рода клюва, только они отличаются размером. Ну, например, у глухаря он побольше, у рябчика поменьше чуть-чуть. Вот, они очень острые, вот, и служат как инструмент, который называется кусачки. То есть легко вот откусывает эти мерзлые там веточки, почки, хвоинки. Вот. Вот еще интересная птица, она называется красношейная поганка. Вот. Этот вид, кстати, в Якутии тоже начал появиться в последние годы. Ну, может, это тоже связано с каким-то потеплением или развитием современных технологий, так как во время охотничьего сезона охотники снимают и определяют, отправляют по мессенджерам, спрашивают у знатоков, что за птицу мы добили там и так далее. Это типичная водная птица, она прекрасно ныряет, прекрасно плавает, но очень плохо ходит. Ну, даже не умеет почти ходить, только ползает. Ноги расставлены назад, и на каждом пальце имеются вот такие перепонки, которые вот помогают ей плавать. Это говорит о том, что это прекрасно приспособленная к водному образу жизни птица питается рыбой и водными беспозвоночными. О том свидетельствует и вот этот относительно длинный, острый, пинцетообразный клюв, с помощью которого эта птица добывает себе разного рода водных беспозвоночных, мелких рыбешек и так далее. Так, есть еще очень интересный клюв у уток, который называется прохоли. Прохоли – это утки, тоже прекрасно приспособлены к водной среде. Они являются нырковыми утками, то есть пищу добывают, когда они ныряют под воду. И как мы видим, у этой большой прохоли имеется вот такой длинный, но узкий клюв, который имеет вот такие роговые зубцы. Они направлены еще вот назад. Это способствует к ловле очень скользкой и быстро движущейся добычи, как рыбы. Вот. Прохоли вот спокойно могут поймать любую небольшую рыбешку и целиком их проглатывает. Будет неправильно, когда говорить птица с зубами. Вот некоторые люди именно говорят, что у птиц подобных клювом называют зубы. Хотя у ни одной птицы нет зубов, но эти называются зубцы, зубцами иногда называют. Вот.
говорить еще очень интересным клювом, конечно же, обладают хищные птицы. Как мы знаем, у хищных птиц очень сильный, мощный, стабильный клюв. Вот. Например, у беркута он сильно такой направленный к низу, и вот кончик еще верхний клюва выступает вниз. С помощью такого крючковидного острого клюва хищные птицы разрывают добычу. Ну, в основном они добывают и умерщвляют добычу с помощью своих мощных лап и когтей. А вот именно вот разделкой, крошением и измельчением на мелкие куски вот именно способствует такой клюв. Иногда вот некоторые хищные птицы ощипывают свою жертву, например, сдирают от перья, шерсть, именно вот благодаря такому клюву. Еще вот хищные птицы прекрасно используют свой клюв в постройке гнезда. Когда вот взрослые птицы приносят ветки в гнездо, и самка обычно с помощью клюва расставляет эти ветки, там хвою, кору дерева или вот шкуры съеденных животных. Именно вот с помощью клюва использует этот гнездовой материал для надстройки. То есть с каждым годом гнездо хищных птиц, у тех, кто вот занимает одно гнездо несколько лет, он бывает огромного размера. И именно вот благодаря клюву птицы строят такие интересные гнезда. Вот. Так, ну, на этом мы завершим нашу кратенькую лекцию. Можете задавать вопросы. Какие вопросы вас могут заинтересовать? Какие До свидания. лекции услышать? Ребята, у вас есть еще время для вопросов. Вы можете задать вопрос, включите микрофон. Владимир Владимирович вам ответит. А они в холодной или в теплой погоде живут? Ну, мы только что говорили, что в Якутии есть тут больше 300 видов птиц, из которых свыше 30 только зимуют у нас в Якутии. В основном они являются перелетными. Вот, например, дикуша, он зимует. Вот, кулики, они все перелетные. Где зимуют остальные, спрашивают? Так, у нас в Якутии птицы прилетают в основном из Азии, юго-восток Азии. Это Китай, Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Филиппины. Есть птицы, вот, например, некоторые кулики, они к нам прилетают из Африки. Есть крачки, они прилетают из Австралии. Есть некоторые виды гусеобразных и канадские журавли, например, они прилетают к нам в Северной Америке. Вот. Ребята, есть у кого-нибудь еще вопросы? Может, по отдельным видам птицы какие-то вопросы? Спасибо, очень интересно. Нет вопросов, все понятно. Очень интересно. Как они спят, там, глаза закрывают? Вот этот новый вид птицы, который прилетел. Откуда? Откуда он прилетел? Вот такая красивая, на пингвина похожая птица. Да, она. Ну, поганка, она является, до недавнего времени считалось, что залетная птица. Да, вот когда птица вот впервые раз у нас обнаруживает, добывает, его относят как к залетным. А вот когда начинают проявляться доказательства о том, что они могут здесь гнездиться, они уже начинают включиться в список уже местных гнездящихся видов. Вот. А вот эти поганки, например, они, может быть, они и раньше были, просто вот раньше исследования и данных было очень мало. Вот. И они встречаются только вот в южной части Якутии. Например, скажем, что воробьи у нас появились где-то в 20-х годах прошлого века. Раньше их в Якутии не было.
вот синицы, эти зелененькие птицы с желтой брюшкой, они тоже появились в 70-х годах. Раньше их тоже у нас в Якутии не было. В последнее время у нас стали появляться те виды, которые могут прилетать с Западной Сибири. У нас вот были случаи встречи, добычи там тропы, степного орла, пегий лунь был. То есть это все птицы, обитающие у нас в западной части Сибири. Там летняя температура, летняя погода сопоставима с летним климатом у нас в Якутии. В основном это бывают молодые особи, которые еще не в состоянии гнездиться. Они в поисках новых мест обитания, они широко кочуют, то есть путешествуют. Ребята, есть какие-то еще вопросы? А сколько яиц Нет, откладываете? нет, все понятно, очень интересно. Ой, как классно. Ну, тогда, наверное, на этом, если больше вопросов нет, заканчиваем нашу лекцию, онлайн-занятие. Всем спасибо, что присоединились. Мгм. Кристина, у меня вопрос. Будут ли сегодня домашние задания? Так, Кристина Леонидовна сейчас, по-моему, уже отключилась. Анна, это вы, да? Да. Задание мы вам вышлем Хорошо. в электронном варианте. Ребята, Мгм. слышали, да? Все задания будут в электронном варианте. Спасибо за внимание. Да, и, ребята, мы с вами подключаемся ровно через